С 26 февраля по 2 марта на территории Ингушетии ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха составит ночью минус 10, минус 15 градусов, местами до минус 21, в горах до минус 25. 27 февраля, 1 и 2 марта в горах выше 1000 метров ожидается сильный мороз, минус 28, минус 30 градусов. Это ниже климатической нормы на 10-13 градусов. Комитет Совета Федерации по соцполитике поддержал и рекомендовал одобрить закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. О необходимости продлить программу мат-капитала еще на 5 лет президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Закон о продлении меры поддержки Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 26 февраля. Росстандарт ввел новые и обновленные дорожные знаки. Среди дорожных знаков теперь присутствует табличка «Глухие». Такие знаки могут ставиться у медицинских учреждений или общественных организаций. Кроме того, появились новые варианты знаков о парковке, лежачих полицейских и стоп-линии, которая теперь может быть вертикальной. Отмечается, что поправки к ГОСТу уже утверждены. Они вступают в силу с 1 января 2026 года. Но региональные власти могут применять его уже сейчас. В Госдуме предложили поощрять школьников за успехи в учебе и увеличить для них лимит пушкинской карты до 10-15 тысяч рублей. Поощрять лучших учеников планируют за достижения в каких-то весомых крупных конкурсах или за победу в международных олимпиадах. Кабмин одобрил инициативу МВД о разработке полицейскими показателей эффективности автошкол. Согласно документу, министерство начнет формировать список показателей и критериев эффективности автошкол. Это станет возможным, поскольку ведомство располагает сведениями о результатах экзаменов и об аварийности по вине начинающих водителей. Информацию об эффективности автошкол планируют публиковать в интернете в открытом доступе, чтобы россияне смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной организации. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Законопроект предлагает запретить использование исключительно дистанционного обучения по программам среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования. Министерство здравоохранения получит полномочия по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования. Кроме того, для получения лицензии на образовательную деятельность потребуется заключение Росздравнадзора о соответствии кадрового обеспечения и материально-технической базы образовательных организаций требованиям федеральных стандартов и типовых дополнительных профессиональных программ. Ингушские спортсмены завоевали 7 медалей на первенстве СКФУ по боксу среди юношей 15-16 лет. Завоевали золотые медали и прямые путевки на первенство России по боксу Джанхотов Эльберт и Нальгиев Магомед. Серебряную медаль завоевал Сычуев Абу Муслим. Бронзовые медали в своих весовых категориях выиграли Накастхоев Ислам, Акеев Абдулмалик, Хачубаров Абукар и Галаев Адам. Тренируют спортсменов Дарсигов Абу, Булгучев Тимур, Мальсагов Герихан, Погоров Магомед, Аздоев Аслан и Базиев Магомед.